Сегодня борьба с трафиком – одна из самых актуальных проблем, для решения которой мировое сообщество использует все доступные средства. В наше время торговля людьми стала одним из самых жестоких преступлений, процветающим на территории разных стран и связанным с ростом преступности. Жертвами трафика, по разным данным, ежегодно становятся от 500 000 до 1 миллиона человек в разных странах. В большинстве случаев торговля людьми осуществляется с целью принудительного и нелегального труда, в том числе и в качестве прислуги в семьях, проституции, донорства органов. Зачастую жертвами трафика становятся молодые люди и дети. Как всему этому противостоять? Мы постараемся дать ответ сегодня в нашей программе. Обсудим эту тему с нашими гостями. Аленой Козырь, заместителем начальника Главного управления здравоохранения Гагаузии, и Александрой Вылчу, психологом Института демократии в Камрате. Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать к нам на передачу. Данная передача организована Общественной ассоциацией «Институт демократии» при финансовой поддержке фонда ОАК. Мнения, представленные в передаче, не обязательно отражают позицию организаторов передачи. Итак, насколько серьезно и остро проблема противодействия торговли людьми ощущается сегодня в нашем обществе? Ну, будем говорить, наверное, у нас тут в Гагаузии, да? С вас начнем. Во-первых, здравствуйте. Хотела бы сказать огромное спасибо вам за то, что вы услышали, что есть на сегодняшний день такая проблема трафика и домашнего насилия, потому что это является одной из самых больших проблем 21 века из-за, так скажем, из-за нетрудоустройства нашего населения на территории, так скажем, Гагаузии, Республики Молдова. В частности, приходится уезжать очень много молодым. За границу, да, очень многие уезжают за границу, и откуда и, так скажем, самые большие наши беды, и из-за чего самые большие наши беды и происходят. Очень много, во-первых, кроме того, что у нас очень много молодых людей уезжает за границу, проблема еще и в том, что они, оставляя маленьких детей, дети остаются без присмотра, уезжают за границу. Да. Да. Как это ощущается у нас в Гагаузии, например? Есть у нас такие семьи, которые остаются? Я вам скажу, что на сегодняшний день очень много семей, именно очень много детей несовершеннолетних, которые остаются без опеки и попечительства своих родителей. Очень много молодых мам, пап уезжают за границу, даже оставляя детей, так скажем, на соседей, на бабушек, на дедушек, но по бабушка и дедушка по мере возможности могут оказать, так скажем, могут по своей возможности оказать помощь тому ребенку. Они в первую очередь посмотрят, чтобы он был сытый, накормлен, одет, обут. Но образование очень сильно страдает, потому что на сегодняшний день наши дети учатся по другой системе, и бабушкам и дедушкам, которые учились при Советском Союзе, очень тяжело, им сложно проследить за домашним заданием. На сегодняшний день очень много технологий, так скажем, дети зависают в интернетах, в играх, не следят за домашним заданием, не хотят учиться. Проблем, скажем, много. Достаточно. Да. А какие организации у нас в Камрате помогают жертвам трафика? Если есть вот такой центр у нас в городе, вот расскажите нам о нем. И какого рода помощь оказывает этот центр? У нас есть такой центр, да. Наш центр занимается бесплатной Как называется центр ваш? Институт демократии. Наш центр занимается бесплатной психологической и юридической помощью жертвам трафика людей и домашнего насилия. Мы оказываем психологические и юридические консультации жертвам торговли людьми, как реальным, так и потенциальным, также их родным, близким, также жертвам домашнего насилия. И если вы планируете уехать за границу и опасаетесь стать жертвой торговли людьми, вы можете узнать у нас номера и адреса организаций, оказывающие помощь в тех странах. Наш центр находится, как я говорила, в городе Камрат.
по улице Спортивная, 8А, и вы можете обращаться по телефону 0298 266 99. Как часто к вам обращаются? Бывает очень часто, но в основном домашнее насилие, конечно. Ну, о домашнем насилии мы чуть позже поговорим. Сейчас вот, если можете еще немножечко раскрыть про ваш центр. Да, про ваш центр и как вы помогаете людям. Как я уже говорила, мы оказываем психологическую и юридическую помощь жертвам, как реальным, так и потенциальным, их родным и близким, людям, которые обращаются. Но это анонимно, да? Да, конечно, это все остается конфиденциально. И также оказываем, вот люди, когда хотят уезжать за границу, то есть посоветовать, дать им какую-то информацию, как обезопасить в других странах себя. То есть они могут прийти к вам в центр, да. Вы можете с ними поговорить, да? Консультацию. Как психологическую, так и юридическую. Хорошо, вот Главное управление здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, да, каким-то образом влияет на то, чтобы предотвратить торговлю людьми в нашем регионе. Вот как это происходит? Какие мероприятия у нас в Гагаузии организуются совместно, да, скажем, вашей организации? Мы, как Главное управление здравоохранения и социальной защиты, очень тесно сотрудничаем как и с Институтом демократии, также есть еще одна организация, которая оказывает также психологическую и юридическую помощь. Они находятся на территории города Вулканешт. Это что за организация? Это тоже организация, психологическая служба по оказанию помощи жертвам трафика. Наподобие как Институт демократии, да? Значит, у нас есть в Камрате, у нас есть Вулканешт. Вулканешт также оказывает помощь жителям Гагаузии, не в частности. Ну, вы знаете, у нас Институт демократии помогает и жителям Чадарлунского района. Охватывает этот регион. Да, почему я скажу? Мы очень тесно сотрудничаем с данной организацией. Почему я вам скажу? В каждом населенном пункте у нас есть наши сотрудники, это социальные ассистенты, которые знают проблемы своего населенного пункта, проблемы, которые происходят в селе, сколько детей на сегодняшний день остается. Это очень важно. Мы ведем такую статистику. Сколько детей у нас остается без попечения родителей, есть ли у них опека, нет ли опеки. Если обратилась, так скажем, жительница того или иного населенного пункта о том, чтобы социальный ассистент обратился, они подходят к социальным ассистентам за консультацией, потому что каждый социальный ассистент на сегодняшний день подписал, так скажем, не присягу, а подписал договор о неразглашении личностных данных. И если к социальному ассистенту обратился житель своего населенного пункта, то как и примар, как и Центр семейных врачей, так и социальный ассистент окажет помощь конфиденциально. В свою очередь социальный ассистент обращается к нам в отдел соцобеспечения. У нас есть специалист, главный специалист, который ведет проблему женщин и детей. Это в Камрадском районе в Раде Екатерина. Либо в частности они обращаются ко мне как заместителю по социальным вопросам. Я уже с нужными людьми связываюсь, как с Институтом демократии, также есть организации по Республике Молдова, центр, которые оказывают Ластрады, которые оказывают нам помощь. А с какими проблемами вы в основном сталкиваетесь? Можно просто ситуацию рассказать. Вы знаете, буквально недавно, вот я думаю, Александра тоже об этом расскажет, мы ведем свою работу, их центр ведет свою работу. Буквально недавно обратилась мама с вопросом, что ее дочка за границей подвергается домашнему насилию, где-то работает, с детьми. Да? Она живет, родила двое маленьких детей у нее. Мы со стороны социальной защиты и Главного управления здравоохранения подготовили необходимый пакет документов, который, в свою очередь, центр подготовил свой пакет документов. И мы совместными усилиями помогли девушке вернуться на родину. Получилось, да? Да, и мы, как Главное управление здравоохранения и социальной защиты, помогли ей адаптироваться здесь, на территории Гагаузии. Мы оформили ей, она отсюда оказали, она житель нашей маленькой Гагаузии. Да, мы оказали ей помощь,
Она получит через фонд социальной поддержки от исполкома Гагаузии материальную помощь. Также мы ее оформили на социальное пособие, будет оказана гуманитарная помощь. Все то, в чем девушка будет нуждаться, мы окажем всю помощь. Сейчас идет вопрос решения, так скажем, легализации свидетельства о рождении ее детей. У нее дети есть. Да. Ну, а давайте мы как-то разберемся вначале, что мы называем под трафиком, вот, и кто становится его жертвами. Да, Александра, давайте, к вам вопрос. Да, давайте я скажу. Торговля людьми, так скажем, это современная форма рабства. Это вербовка, это перевозка, передача или прием людей, которые нарушают фундаментальные права человека и являются преступлением как против личности, так и против государства. Кто является жертвами? Да, жертвами являются дети, жертвами являются подростки, женщины, мужчины. С целью использования женщин может быть насильственный брак, принудительный труд, там, использование в домашнем, промышленном, сельскохозяйственных секторах. А вот случай, что рассказывала нам Алена, это тоже брак или что это было за границей? Вот, это девушка познакомилась по интернету с молодым человеком. По интернету? Да. Сейчас таких случаев в море? Да, очень много таких ситуаций происходит сейчас. И она доверилась, она поехала к нему. Ну вот так случилось, что первый раз мы ее обратно привезли. Так, ну, там он потом опять позвонил ей. Получилось, она ему второй еще раз поверила и уехала обратно. И получилось, что у нее родился второй сын. Родился, и ну, уже там произошло домашнее насилие, издевался над ней, там запирал, вообще не кормил, ничего, и обратилась мама за помощью. Не отпускал ее к нам домой, да? Или не как? отпускал вообще, за ней контроль был полностью, то есть со стороны родственников контроль был, и специально, как из слов их, был человек, который постоянно наблюдал за ней, чтобы она никуда не выходила, никуда не вообще... Не убежала. Да. И также используют женщин в сексуальном бизнесе. Рождение ребенка принудительно или по заказу. Мужчин преимущественно... Такое тоже бывает с нашими девушками. Да, мужчин преимущественно используют на стройках, в промышленности, в сельском хозяйстве. Детей в попрошайничестве. В сексуальном бизнесе тоже бывает. И лиц любого пола и возраста для изъятия и трансплантации органов. И такое бывает. А сколько случаев в год вы можете выявить? Вот как это происходит? Как вы их находите, этих жертв? Ну, зачастую они сами обращаются. Вот некоторые сами обращаются. Мы как работаем уже полгода с этой проблемой, и они в основном, как я говорила, уже домашнее насилие. Трафик тоже у нас бывает, но в основном домашнее насилие. Но обращаются. То есть, а сами вот ваша организация выявляет каким-то образом? Мы выявляем, как я вам скажу, мы как, так скажем, организация, государственная организация, мы очень тесно сотрудничаем с Центром семейных врачей, с инспекторатом полиции. Мы реагируем на каждый анонимный звонок. Нам может обратиться любой житель населенного пункта. У нас был случай, когда к нам обратился врач, ему казалось, что было применено насилие по отношению ребенка, так скажем. Мы сразу отреагировали. К нам могут обратиться, мы очень тесно сотрудничаем с учебными заведениями, дошкольными учебными заведениями. Там какого рода происходит? Вы понимаете, бывают такие моменты, в основном, конечно же, это насилие, домашнее насилие. Проблема в том, что вот пришел ребенок в школу, в детский сад, воспитатель знает всех своих деток, всех своих цыплят, как говорится. Она знает каждого ребенка, как ребенок ведет себя. Ребенок после применения, использования по отношению к нему домашнего насилия может быть замкнут. У него есть побои, синяки, какие-то царапины и так далее. Можно в игровой форме даже понять проблему, что произошло с ребенком, почему он так дети, относится такие к себе. Дети замыкаются. Они либо замыкаются в себе, либо применяют вот эти насильственные деяния по отношению к других детей в садике, в школе и так далее.
Понимаете, это очень быстро можно выявить, и в учебных заведениях есть психологи, почти в каждом учебном заведении есть психолог, они знают наши координаты. У нас в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты есть органы опеки, есть психолог, который может оказать помощь. Если там проблема в семье и родитель, допустим, мама не хочет знать о том, что психолог будет работать с ребенком, что папа не узнал, то мы, конечно же, с мамой и психолог выезжает по адресу проживания ребенка, либо это в учебном заведении. Конечно, это как решит родитель. А какие-то разрешающие документы от них требуются, от родителей? Вы знаете, если мама присутствует при разговоре, либо отец, то ихнего согласия достаточно. Их согласия достаточно. Согласие, но да? если там, так скажем, применяется физическая сила и со стороны отца, и со стороны матери к нам обращается учебное заведение, то достаточно представителя с учебного заведения, в зависимости, конечно, еще от того, сколько лет ребенку. Вы как психолог, как бы вы определили, ребенку было применено насильственное отношение? Да, в основном первое бывает это физическое насилие, когда ты видишь побои, там синяки. Ну это видно внешне, да? Внешне. А вот если ребенок взять замкнут, психологически и эмоционально, то тут труднее немножко, потому что ребенок замыкается в себе. Иногда бывает, что он проявляет эту агрессию и понимает, что-то тут не то, что-то происходит с ребенком. А иногда ребенок так замыкается в себе, что иногда даже не кушает. Ребенка бывает, что некоторые заболевают просто, у них портится сон, аппетит. И вот как психологически такого ребенка вытащить из этого состояния? Ну, это провести уже индивидуально. И в некоторых случаях, как говорила Елизавета Алена Борисовна, это провести, если либо индивидуальную консультацию, если там родители оба как-то причинены к этому, либо уже групповое консультирование, когда там присутствуют и либо мама, либо папа, либо оба. Но есть какая-то методика, может быть? Есть, конечно, но это все уже проводится в кабинете психолога, индивидуально все, да. Каждому ребенку свой подход. Да, а вот вы говорили о вербовке. Что вы называете под словом вербовка? Это как происходит? Это как похищение, каким образом происходит вербовка этих людей. Преступление начинается с того, я сейчас скажу в общем, не конкретно от детей возьму, а в общем. Преступление начинается с того, что торговцы людьми предлагают своим будущим жертвам привлекательные возможности трудоустройства. Хорошие предложения. Да, трудоустройство за границей. Особенно если зарплату хорошую предлагают. Да, в основном зарплату. Да. И во многих случаях жертва узнает о фальшивой природе этой договоренности только после своего появления в стране назначения, когда у нее отбирают паспорт, когда прибегают к физическому, психическому насилию, заставляют там отработать деньги, потраченные на оформление документов, виз, билетов. Торговцы людьми, они не останавливаются ни перед чем, чтобы получить этот прибыль. Лгут о характере места работы, лгут о доступе получения образования, лгут относительно жилищных условий и заработной платы, как говорилось уже. Там забирают документы, вообще не выпускают, ограничивают свободу работников, похищают и продают жертву. Ну хорошо, вот мне предложили хорошую работу за границей. Как я могу понять? Вот вы мне предложили, поехали, заработаем хороший день. Как я могу понять, вы меня обманываете или как мне себя вести в этой ситуации? Жертвой, да? Можно и так назвать, как не стать жертвой. Да, во-первых, это не отдавайте никому ваши документы. То есть документ вы имеете в виду паспорт? Паспорт, да? особенно паспорт, да. Ну, кроме там полномочных официальных лиц. А если потребуется паспорт, то можно использовать копию паспорта. Во-вторых, на начальном этапе там хотя бы изучить язык, обычаи, культура общения страны. То есть подготовиться, куда ты собираешься уехать? Да, если за границу. Там взять с собой... Хотя бы знать слово «помогите», да? Да. Как звучит. Да.
Возьмите с собой достаточную сумму денег. Едем на заработки, да? Взяли $1000 и поехали зарабатывать. На первое время для проживания. И для оплаты обратного билета в случае чего. Есть очень интересно еще, если собираетесь составлять своим родным и близким, кому вы доверяете, следующую информацию. Это с кем и куда вы уезжаете. Оставлять там копию паспорта и рабочего контракта. Или договориться о кодовой фразе, которую родители поймут. Да, родители поймут, что в беде, когда услышат эту кодовую фразу, и поймут, что ты в беде. Это можно использовать во время телефонных переговоров. Можно сделать несколько копию всех документов, которые необходимы для поездки. Перед отъездом, и оставить дома? Нет, не дома, а хранить в разных местах багажа. Это для родителей, конечно, то же самое. И плюс еще это, если вы собираетесь и как опасаетесь стать, это торговцы, они предлагают выехать туристической путевкой, чтобы никто не подозревал, никто не знал. Это как турист просто уезжает куда-то отдыхать, И плюс еще они делают это таким образом, что ты как бы должник остаешься, что потом было что предъявлять, что ты долговая зависимость, да, что ты столько должен, то есть отработай. Обычно у людей нету денег, они едут на заработки, дают им в долг деньги, и такого а потом отработаешь и вернешь таким образом, да? Ваше мнение, Алена, как вы считаете, как не стать жертвой трафика? Во-первых, если вам предложили работу, мое мнение, вы должны узнать побольше. Конечно, как вы сказали, какая там культура, если это какая-то мусульманская страна, нужно знать о культуре, конечно, в мини-юбке не поедешь. Но, во-вторых, надо узнать ту организацию, куда ты едешь. На сегодняшний день, 21 век, интернет есть у всех, почти в доме. Можно тем же интернет-кафе воспользоваться и узнать как можно больше об этой организации. Какая она, что из себя представляет и так далее, характеристику этой организации, какие услуги они предоставляют, есть ли вообще эта организация. И очень большая просьба, если вы надумали уехать за границу, пожалуйста, оформите опеку и попечительство над вашими несовершеннолетними детьми. Вдруг не оформили, что в этом случае происходит? Очень большая проблема в том, что на сегодняшний день не все лица, уехавшие за границу, оформляют официально, так скажем, опеку и попечительство над своими детьми. Нет официального представителя, который мог бы представить интересы ребенка, самое элементарно хотя бы в больнице. На сегодняшний день никто не гарантирует того, что ваш ребенок не поест творожок и не отравится, и не попадет с отравлением в больницу. В жизни бывает всякое. Никто не даст гарантию, что этот ребенок не сделает 2 шага, не спотыкнется, не упадет и не разобьет себе колено. Чтобы оказать помощь, опять же, нужно обратиться к врачу. При оформлении каких-то документов даже нужен, я считаю, что нужен законный представитель даже в учебное заведение. На сегодняшний день есть курсы по выбору, есть родительские собрания, чтобы был официальный представитель, который может представить интересы вашего ребенка. Вы едете за границу, вы не знаете, что с вами будет. Чтобы ваш ребенок не остался на улице, потому что очень много людей, уехавшие за границу, оставляют на знакомых, на родственников, у них устная договоренность о том, что они вышлют деньги, всяко бывает. Может, они сразу не найдут себе работу и не смогут вот эту сумму энную, о которой они устно поговорили, выслать вашему ребенку, и вы при оформлении опеки уверены, что ваш ребенок, если вы даже не сможете выслать эти деньги, не окажется на улице. А есть еще какие-то неправительственные организации, которые у нас помогают жертвам насилия и трафика? Я вам скажу, что у нас помогает, по крайней мере, я как представитель от управления могу сказать, что у нас очень тесная связь с Эмбриона Пентрувяца. Это организация, которая оказывает помощь лицам с ВИЧ из
туберкулезом, потому что в таких семьях тоже бывает, так скажем, насилие. При выявлении статуса, по той или иной причине услышали, человек не хочет разглашать свой статус. У нас была тоже, я могу рассказать о таком случае, как родители, так скажем, родственники девушки узнали о том, что она ВИЧ положительна, и с маленьким ребенком ее выгнали на улицу. Наши координаты есть у девушек и вообще у организации «Эмбрионная пенетрувация». С нами связался и Орман Николай Николаевич, и Дечева Каролина Григорьевна, и мы оказали помощь, определили девушку временно в центр на территории Гагаузии. Мы им оказали такую помощь. А есть такой центр, куда можно временно... Есть у нас центр, который может оказать помощь, временную помощь мамам с детьми, оставшимися в затруднительном положении. Конечно, о статусе ВИЧ мы не имели права разглашать, мы не имеем права говорить о ее статусе, об этом знают только работники центра и я. Но больше никто об этом. Ну хорошо, вы говорите временно, вы временно решаете пока этот вопрос, мы потом... ее временно определили в центр, мы тесно сотрудничаем с примарами, и примары нам оказывают содействие в выделении жилья. У нас буквально был случай в другом населенном пункте. Девушка, лицо с ограниченными возможностями, некуда было ей остаться после закрытия определенного центра, некуда было девушку поместить. Мы тесно сотрудничали с примаром, что мы могли от исполнительного комитета, от Главного управления здравоохранения, мы оказали помощь. Также нам оказала помощь примария Камрат, хотя девушка не является жителем Камрата. Нам оказал помощь сам примар Валерий Иванович и девушки. Они помогли с жильем, они сделали там косметический ремонт, поместили девушку туда, и девушке есть где жить. Хорошо, а куда еще могут люди обратиться в случае, когда они оказываются в затруднительном положении? Или мы просто вспомним, немножко говорили вы об этом, что за границей, но просто чтобы еще раз напомнить, куда могут люди обратиться у нас здесь и будучи за границей. Я могу сказать о том, кому они могут обратиться здесь, а Александр скажет о том, куда они могут обратиться за границей. Самое элементарное, жители нашей, так скажем, нашей маленькой Гагаузии могут обратиться к социальным ассистентам населенного пункта. В первую очередь, если они в селах, да? К врачам, к участковым. Они могут обратиться даже в адрес нашего Башкана. Ее номер все знают, ее электронную почту знают. Она в общении с людьми, из заместителя Башкана, которые могут оказать помощь. На сегодняшний день работает комиссия, выездная комиссия по населенным пунктам. И оставаясь в кабинете тет-а-тет, можно сказать о своей проблеме, о том, с чем столкнулся. И я думаю, что каждый из членов исполнительного комитета, который был на тот момент в населенном пункте, сообщит о проблеме дальше туда, откуда можно, так скажем, видеть помощь. Бывали моменты, когда люди обращались к нам, мы обращались непосредственно к начальнику УВД, либо юстиции и так далее. Так же, как и они обращаются к нам. Ну что ж, хорошо, подведем тогда итог нашей беседы. Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Современная торговля людьми представляет собой многоаспектную угрозу для всех народов и рассматривается как современная форма рабства, которая сопровождается самыми грубыми и самыми жестокими нарушениями прав человека. Человек становится объектом манипулирования к нему, применяется право собственности как к вещи. Людей насильно перевозят через границы, принуждают к труду, ставят в долговую зависимость, лишают свободы передвижения, над ними совершается физическое, сексуальное, психологическое насилие в самых извращенных
формах. Вы смотрели передачу «Дискуссия», где мы говорили о противодействии торговле людьми и насилию. Данная передача организована Общественной ассоциацией «Институт демократии» при финансовой поддержке фонда ОАК. Мнения, представленные в передаче, не обязательно отражают позицию организаторов передачи. Программу провела Елизавета Ротарь. Берегите себя и никогда не попадайте в подобные ситуации. До встречи в эфире. А вам огромное спасибо, что нашли время и приняли участие в нашей передаче.